Здравствуйте, друзья! Это видео снято для поклонников Димаша Кудайбергена и для любителей песни «Карагамай» на казахском языке. Я попыталась в этом видео предоставить перевод слово за словом, то есть перевод он не претендует на литературность или не проходил вообще никакую литературную обработку. Я это специально сделала. И он вообще местами звучит не по-русски, но это сделано специально для того, чтобы понять логику казахского языка, понять, как складываются выражения в казахском языке. Мне кажется, что в этом есть какой-то здравый смысл для тех, кто учит язык. Но для тех, кто хочет понять общий смысл этой песни, я уже встречала в интернете, здесь, на YouTube, такие смысловые переводы, довольно хорошие. Как я уже повторюсь, еще раз скажу, цель данного видео – это познакомить, наверное, с логикой казахского языка. В целом, давайте начнем. Карагамай, название песни Карагамай. Обычно так старшие обращаются, карагам обращаются старшие к младшим. Так может, допустим, дед или бабушка к своим внукам обращаться, или незнакомая женщина в пожилом возрасте, или довольно зрелом возрасте может обратиться к молодой девушке на улице, к незнакомой. Это очень теплое, очень красивое, такое доброе выражение карагам. Буквально оно означает «зеница моего ока». Вообще Карагамай – это «ах, зеница моего ока», что-то вроде этого. Как это у нас получается? Давайте взглянем. Ах, это у нас здесь спряталось ай. Карагамай – это ах, зеница моего ока. Зеница ока, или современным языком говоря, зрачок, сегодня мы называем карашек. Карашек. Но в стародавние времена карашек звучало как карак. То есть сегодня мы не говорим карак, но оно сохранилось в составе этого выражения, обращения карагам. Карак. Карак – это старая версия слова зрачок. Так же, как в русском языке зеница ока – это старинная версия зрачка. То же самое карак – это эквивалент зеницы, зеница ока. А когда добавляется суффикс «ам», это превращается в зеницу моего ока. То есть этот суффикс означает принадлежность кому-то. Карагам, то есть моя зеница, зеница моего ока. В общем, это название и вступительная часть песни. Первая строка первого куплета звучит как «Сулулук осындай болады экен». Я сразу хочу остановиться на «экен», на слове «экен», потому что оно встречается в каждом, как это называется, забыла, в каждом предложении, в каждой строке первого куплета. И оно, когда вы встречаете «экен» в обычном предложении, то есть в повествовательном предложении, но не в вопросительном, то обычно это означает «оказывается». Оказывается. И дальше идем. Сулулук. Сулулук. Сулулук – это красота. Красота. Осындай. Такой, такая, такое. Болады. Бывает. Бывает. Я забыла это. Осындай – это такой здесь такой. А булада бывает.
буквально мы получаем, оказывается, красота бывает такой. То есть, наверное, кто-то постарше увидел. В общем, скажу пару слов. Не пару слов, буквально одно слово про композитора. Зовут Кенез Дюсекеев, и поэта зовут, который написал слова этой песни, зовут Чумыш Пайсариев. Я предполагаю, что автор песни, увидев, наверное, молодую девушку, сказала, красота, оказывается, бывает такой. Да, следующая строка — это «Бір басқа армансыз қонады екен». Мы знаем, екен — это оказывается. А бір — это буквально одна. Бас — это голова. Бас. Сори, я забываю вот это разукрашивать. Бір — это одна, а бас — это голова. А когда мы добавляем суффикс «ка», это получается «на голову». Вот этот суффикс, он дает, извините, я не сильна в грамматике, ни в казахской, ни в русской, но я забыла, как вот эти «в», «на», как грамматическая категория, как это называется. В общем, вот этот суффикс соответствует вот этому «на». Бір басқа — на одну голову. Арман. Дальше идем. Арман — это красивое слово. Мечта. Арман. Есть такое красивое имя. Мечта. Арман. А когда добавляется суффикс «сыз», армансыз, у нас получается без мечты. Это буквальный перевод. Сейчас я смысл объясню. Қонады — это буквально садиться. Когда что-то летающее, когда, может, это объект какой-то летающий, может, это понятие, идея, которую мы предполагаем, что она летает. Когда садится, то есть приземляется, это вот называется қонады. То есть самолет может приземлиться. Ушак қонады. Красота может сесть на чью-то голову. Это получается қонады. Бір басқа армансыз қонады екен. Оказывается, на одну голову садится без мечты. То есть это буквально смысл таков, что одни наслаждаются красотой вдоволь. То есть вот кому-то красота достается вдоволь, вот без мечты. То есть настолько много у кого-то красоты, что человек даже не мечтает о красоте, даже не думает. Третья строка. Адамдар өмірге қонақ екен. Мы уже знаем, да, слово екен, что означает в русском языке. Это оказывается. Адам — это человек. Когда мы добавляем суффикс дар, это превращается в люди во множественном числе. То есть Адам — человек, Адамдар — это люди. Өмірге. Умер — это жизнь. Умер. Жизнь. Как мир — это жизнь. Да. Так. Когда мы добавляем суффикс «ге», это получается в мир. Как я говорила, что в казахском языке вот нету на, в такого. Қонақ — это буквально гость. В единственном числе. Специфика казахского языка заключается в том, что когда вы во множественном числе употребляете одно, там, допустим, люди, если в русском языке, если люди, там, гости, а в казахском языке люди буквально будет гости. То есть, когда вы обозначаете, кем являются эти люди, вы
уже не используете во множественном числе обозначивающие слова. То есть буквально, если бы мы сказали, если бы я проследовала, конечно, той логике, буквально перевод звучал бы так: оказывается, люди гость в мир, в этот мир. В общем, вы поняли, но не стану настолько коряво переводить. Я думаю, этого достаточно. Шынымен бұл дүние шолақ екен. Опять вы уже знаете, оказывается, екен, шынымен, в самом деле, на самом деле, в самом деле. Бұл это, этот, бұл это. Дүние, этот мир, это жизнь в таком смысле. Дүние. Шолақ, короткий. Короткий. Оказывается, в самом деле эта жизнь коротка. Вот таков получился дословный, не то что дословный, даже слово в слово, такой перевод первого куплета песни «Қарағым-ай». Очень красивой песни, одна из моих любимых песен на казахском языке. Я надеюсь, это полезно для тех, кто пытается углубиться в изучение языка. Не то, что углубиться, кто хочет не просто понять смысл песни, а кто хочет понять логику образования предложений, словосочетаний в казахском языке. Задавайте вопросы, если что-то не ясно. Если вам нравится такой метод объяснения, если вы находите данный метод полезным, то дайте мне знать, и я продолжу. В общем, спасибо вам большое за внимание. Всего хорошего. Пока-пока.